خساو اشتر خساو امبال كمان نوشين دكات خساو عبون دكات جنبونو عبون بيرادم فو بيرادم تابو كنو يكفتيو بارشتر كمان فوي خدر خش خدر اقاش كمان باكنا وينبال يوما خسر خد Великая тайна древних сакральных знаний лежит в основе традиционной осетинской молитвы и в исполнении завещанных предками обычаев и ритуалов. Сколько удивительных знаков и таинственных символов сумел пронести народ сквозь века и тысячелетия. Сколько мудрых заветов сохранил в своей духовной культуре. И прежде всего, это обращение к Богу с 3 круглыми пирогами и словами «Юнак штыркачен хусау, амбалкаманней дунешканак, дунеш валдишак». Создатель, мир сотворивший, единственный, великий, равных которому нет. Так молились осетины и их далекие предки на протяжении многих и многих тысячелетий. И в этих словах есть истина, которая была известна человечеству в глубокой древности. Что же символизируют 3 пирога, над которыми произносится молитва? В сакральной геометрии круг с точкой в центре известен как очень древний общемировой символ, священный знак, обозначающий единого Бога, вмещающего в себя все творение. Точка означает начало будущего мироздания. Круг – это космос вечности перед новым пробуждением. В гимнах Ригведы говорится: «Ничто не существовало, царил мрак, и все было сокрыто изначала». В даосском трактате сказано, что прежде были тьма и небытие, потом появился свет в точке, и появилась масса вещей и явлений. Аналогичная идея о происхождении бытия отражена в нардском эпосе. «Зертойна бусфадалта, раджа мангдуне даму дифней амыр амашаудалынг». Говорили мудрые предки, что земной мир когда-то был во мраке, небытии и безмолвии. Таким образом, символ зарождения мира в древности был обозначен как круг с точкой в центре, и именно этот символ несет форма осетинских пирогов. А что означают 3 круга с точками посередине? Известно, что земной мир имеет трехмерное пространство. Бог проявлен для земных жителей в 3 мирах, в 3 уровнях мироздания – высшем небесном, среднем земном и нижнем подземном. В осетинской мифологии говорится о 7 уровнях небес – Авдуаларвы, 7 уровнях подземного мира – Авдалзахы. Троичность зафиксирована и в определении бытия в прошлом, настоящем и будущем. А 3 круга в круге есть символ вечности, и именно так клались ритуальные пироги на круглый осетинский фынг. Таким образом, 3 пирога – это сохраненный осетинами древнейший арийский символ, обозначающий Творца, проявленного в земном мире. И именно 3 круглых пирога с сыром кладутся на фынг, когда молятся Богу. А при обращении к покровителям различных сил природы Жатта Амадауджита осетины используют 3 треугольных пирога. Сложенные друг на друга в определенном порядке, они составляют 9-конечную звезду. 9-конечная звезда из 3 треугольников является символом 3 уровней мира в вере наших первопредков – славян и ариев. В данной троичности заключается целостность божественного мироздания. Равносторонний треугольник здесь символизирует эманацию Бога, его явленность в качестве производительных сил Земли, Жетта Амадауджита, и именно к ним обращаются осетины с 3 треугольными пирогами, прося помощи и поддержки в земных делах, в домашнем хозяйстве, в воспитании детей, на охоте, на войне, при сборе урожая. Треугольные пироги таким образом посвящены тем, кто управляет силами Земли, однако при этом сохраняется связь с Богом, ибо точка в центре маркирует единство мира. В Осетии сохранился до наших дней и древний обряд вождения жертвенного быка по селу с песнями и танцами перед закланием его в святом месте. И вот что написано о значении этого обряда в статьях о сакральной геометрии. Бык занимал важное место в обрядах, связанных с плодородием, в первую очередь как традиционное жертвенное животное. Однако роль быка в подобных обрядах отнюдь не ограничивалась только принесением в жертву.
Так в некоторые праздники быка наряжали, украшали лентами и цветами и в сопровождении торжественного шествия водили по селу. Бык был необходимой частью множества славянских обрядов и молений еще с древних времен, когда его приносили в жертву богам и духам. Древнейшее свидетельство о жертвенном быке принадлежит Прокопию Кесарийскому, VI век нашей эры, который сообщил, что славяне веровали в верховного бога-громовержца и в жертву ему приносили быков и иных священных животных. Наиболее часто быка жертвовали в Ильин день, некогда день громовержца Перуна. Так, например, в Восточной Сербии в Ильин день традиционно резали быка, варили его в большом котле и съедали сообща всем селом. Как видим, бывший когда-то единым для всего индоевропейского мира, обряд сохранился только у осетин. Еще одним из важнейших символов и одной из самых распространенных в мире эмблем является баран, в вариантах золотое руно, голова барана, рога барана. Баран символизирует огонь, солнечную энергию, мужество. Во многих культурах с древнейших времен означает мужскую силу. И этот общемировой символ до сих пор также присутствует в осетинской традиции. Древнейший символ лабиринт символизирует мир, спиральное развитие Вселенной. Это символ таинственности, загадочности, имеющий множество различных толкований. Изображения лабиринта найдены повсеместно в ареале расселения древних ариев, и в том числе в Осетии, в Дегорском ущелье, в селении Махческ. Во многих ущельях Осетии были найдены и таинственные чашечные камни, используемые древними для изучения небесных светил, как, например, камень в Лате с изображением созвездия Большой Медведицы. Если говорить об использовании универсального языка символизма в искусстве, то прежде всего надо вспомнить уникальные изделия мастеров бронзовой эпохи, найденные в селениях Кубан, Тлиз, Арамак и других местах. Бронзовые топоры являются символами власти, плодородия и связаны с древними богами солнца. Двойной топор, двусторонняя секира, обозначает священный союз бога неба и богини земли, грома и молнии. Иногда лезвия двусторонней секиры, напоминающие полумесяцы, символизируют луну или единство противоположностей. Это также символ верховной власти и силы. Удивительный символ, великолепный образец древнего искусства – птица фарн, являвшийся принадлежностью жрецов и служителей культа. Здесь мы видим два боевых топора, между которыми головка барана. Здесь же символы, солярные символы и, собственно говоря, хвост птицы. Потому что, опять же, в их представлениях вот этот священный баран, снабженный боевыми крыльями, можно сказать, он был определенным божеством древних кабанцев. Вот по нашим представлениям, во всяком случае. Поэтому его привески с изображением таких, с подобными изображениями встречаются, как правило, в комплексах захоронений вождей или жрецов. Еще один древний арийский символ – крест сохранен в Осетии на башнях, в пещерах и святилищах. Самые известные из них – кресты святилищ Реком, Мкалгабрта и Таранджелос. Крест является символом солнца, символом единения духа и плоти, символом круговорота. Осетинами он использовался задолго до появления христианства. Эти бревна – это все, что осталось от старого святилища, которое пытались восстановить еще с 1936 года при Пчелине, но так и не восстановили. Оно как бы входило в комплекс культового храма, культовой территории Ивардрико. Что здесь уникально? Мы обратили внимание на это только после того, как святилище уже построили. Ведь бревна были отдельно, и мы не обращали внимания на одну особенность этих всех бревен. У всех бревен есть изображение креста на торцах. Вот оно, изображение креста. Это на всех бревнах. У осетин крест – это в первую очередь оберег, и он был всегда на всех осетинских святилищах, вокруг дверей, на торцах, самых древних времен. Как известно, наш крест, у осетин крест, он дохристианского происхождения и происходит во времена не позднее
средней бронзы, может быть даже еще и раньше. Ну, средней бронзы точно встречаются и встречаются в кубанскую эпоху. Это один из излюбленных орнаментов наших предков. С самых древних времен осетины несут в своей традиции завещанные им далекими предками символы и знаки. В прежние времена символика была тайным знанием, которое тщательно охранялось узким кругом посвященных. Сколько неведомого таят обычаи и ритуалы, оставленные нам предками, какие неизвестны пока нам законы мироздания, зашифрованы в них и ждут своего часа. Сколько неразгаданного остается в изделиях скифских и сарматских мастеров, несущих древнюю символику в рисунках неповторимого звериного стиля. В них кроются глубинные знания о законах мироздания. Весь мир с восторгом любуется удивительным искусством древних кочевых народов. А почему конгломерат народов, которых называли скифами, сарматами, аланами, саками, массагетами, асами, роксоланами и так далее, вел именно кочевой образ жизни? Согласно легендам Востока, когда-то существовал народ индоевропейцев, народ ариев, которых Бог создал в противовес идолопоклонникам. Их предназначением было нести истинную веру народам земли. В этом заключалась их великая миссия. От богов восприняли они многие знания и несли их людям, спасая их от заблуждений. В истории они остались как скифы и сарматы с их высочайшей культурой. Открытия археологические последних лет в области скифо-сарматской археологии показали всему миру необыкновенное величие этой древней культуры. Великолепные образцы художественной бронзы, золота, серебра показали, что мир до сих пор не знал этой части своей собственной культуры. И мировая культура открывает для себя эту великую страницу древней истории, и, конечно же, интерес к этой странице истории огромен. Но эта часть сарматского населения утратила и самоназвание, утратила отдельные элементы своей культуры, но все-таки сохранила язык, и еще долгое время известна была на просторах Восточной Европы под именем асы, осы. В дальнейшем эта группа населения осела в Центральном Предкавказье. Отсюда происходит название современного народа и современного государства Осетия, осетины, осы. Значительная часть сохраненного генетического и культурного фона сохранилась именно здесь, на территории Осетии. Вот это современное, так сказать, выражение этой сарматской, канувшей в лето культуры. Судя по внутренней духовной культуре осетинского народа, можно утверждать, что предки осетин были посвящены в тайные знания космоса. Надо полагать, что дух народа прошел эволюцию и имеет опыт прежних цивилизаций, то есть атлантов, лемурийцев и гипербореев. Основным принципом предков современной пятой расы, индоарийцев, было гармоничное слияние с природой. Для них философия была религией, религия – философией. Древние арийцы не имели никаких церквей и жреческого чиноначалия. Они знали законы природы и жили по ним. Елена Газданова, «Мы и вечность». Пришло время сказать именно о доктрине Нарт. Я не буду говорить религия, потому что религией называть эту науку, это учение называть нельзя, потому что это было бы оскорблением для наших предков. Истоки этой доктрины, этого учения, они идут с начала времен. Был определенный свод законов и правил, которые исполнялись до буквы. Они были основаны на космогонических знаниях. Космогонические знания – это законы мироздания и Вселенной, который нам задал сам высший разум или тот самый Бог. Вот. Бог, по поверьям наших предков, это огромная энергетическая субстанция, которая настолько велика, что она необъятна человеческому разуму. Это все и сразу. Это энергия, которая покрывает все на нашей планете, в галактике, во всем обитаемом мире.
от этого бога отделяются некие энергетические массы, которые потом попадают в реку жизни вокруг планет, которые уже делятся на души и во время зачатия уже вселяются в людей. Река жизни – это тоже информационное поле. А информационное поле – это, современным языком говоря, база данных всех времен и народов, которые когда-либо жили, допустим, на планете Земля. Они и пользовались, наши предки, этими знаниями и, конечно, пополняли его, потому что правило гласило так: любое разумное существо имеет право пользоваться, но также оно обязано его дополнять какими-то своими знаниями, которым он достигает в процессе своего развития. Наши предки, нарты, были частью этого сообщества, они пользовались этим, они распространяли его по всей земле, вот поэтому их называли в свое время роксами. Простой, наверное, самый простой его перевод на русский язык — это тот, кто дарует свет. А свет, как мы знаем, во все времена было знанием. Наша доктрина в древности называлась Наарт. Именно Наарт. В переводе на русский — наш огонь. Зуарылок, конечно, не те, которые есть сейчас. Они были не просто те люди, которые именно молились, они были учителями. Они наставляли молодежь, они выбирали учеников. Наши предки выбирали свои святые места именно в тех местах, где исходило голубое свечение земли. Сходил такой вот столб наверх. Это была указка свыше, что да, это место чистое, и отсюда можно обращаться к Всевышнему и высшему разуму. Вот. Далее. Наши предки также не строили никаких там хранилищ или вот каких-то мечетей, храмов, так как они считали это кощунством. Они не могли себя отделить от космоса, от энергии каким-то рукотворным творением. Вот поэтому они молились на открытых, возвышенных местах, конечно, определенных. Вот из-за этого бытует мнение, что наши предки были язычниками, и те, кто вот сейчас, скажем так, придерживаются той вот веры, они тоже язычники. Приведем простой пример. Разве когда мы приходим на наше святое место, мы там поклоняемся какому-то камню или дереву, разве мы с этого места не обращаемся к единому Богу? Это просто место, откуда мы обращаемся к Богу. Мы не язычники. Мы не поклоняемся к этому дереву или какому-то камню. Это точно такой же храм, просто он природный. В 20-х годах 20 века воин и посвященный Сослан Тимирханов писал: «Хотя осетины официально числятся христианами и мусульманами, но до сих пор они держатся религии своих предков, согласно которой верят в единого Бога, Творца мира, в существование души и загробного мира и в мир духов, подчиненных Богу». Эта религия осетин не знает ни храмов, ни идолов, ни священнического сословия, ни священных книг. Взамен священных книг она имеет мифологию, полную безыскусственной поэзии, возбуждающей ту святую искру, которая поднимает человека, освещает и греет его душу, заставляет его стремиться к добру и свету, дает ему мужество и силы безбоязненно бороться со злом и пороком, вдохновляет его к самопожертвованию для блага ближних. Взамен храма ей служит храмом Вселенная, прекрасная и необъятная. Вот почему осетины совершают свои религиозные празднества на лоне природы, на горе или в роще, под открытым небом. Религия осетин дает законы нравственности и учит трудолюбию, мужеству, выдержке и самопожертвованию. У нас все атрибуты есть для того, чтобы никуда не ходить и никого не просить. Есть 3 пирога, и я, небо и моя душа. Я говорю с Богом, и Он мне помогает, и Он мне подсказывает. И я уверяю, что Он будет помогать и подсказывать всем на этой земле. Любому. Уникальность нашей религии и веры в том, что мы избежали этого посредничества. Аж махсау макув. И вот поэтому, когда мы идем на зуар, ты помнишь, снимали ботинки,
снимали шапки. Для чего? Потому что осетинская вера единственная, которая подразумевает, что мы приходим на Зуар с чистой душой, и чтобы божественная энергия полностью через нас проходила, через это. И если у меня душа хоть какой-то негатив несет, я оттуда просто не уйду. Уникальность осетинского характера в том, что наши предки, зная законы, зная, по каким категориям должна развиваться земная жизнь, они развивали в наших людях индивидуальность, очень четкую, яркую, сильную, для того, чтобы мы могли действовать не только в коллективе, но и в индивидуальном порядке. Но при этом, чтобы эти индивидуальности связать в единое целое, был оставлен Ахдау. Это комплекс Ахдау. Это и есть духовный фундамент для нашего вероисповедания. Культура осетин – это культура духа. Процесс совершенствования духа осетинского народа шел через Ахдау, порядок, дисциплину, язык, традиции и обычаи. Осетинская культура – это этикет сдержанности во всем. В осанке, в одежде, в поведении, в мыслях, чувствах, уважении к старшему, почтении к женщине, любви к детям, умение быть добрым, милосердным, делиться куском хлеба, помогать ближнему, радоваться чужой радости. Всего лишь 2000 лет назад эти истины принес Христос, затем Магомед. Предки же осетин, народа Ир, жили по этим и еще многим другим заповедям в течение 200 тысяч лет до рождения Христа. Жизнь Остина была каждый шаг Остина, шевеление Остина, да, оно было регламентировано законами, которые были соответствованы законам Бога. И это было названо одним названием – Ахдау. И вся жизнь, социальная жизнь Остина была пропитана духовным началом. От того, как он вставал, от того, как он ходил, как он ел, все это было регламентировано. Но мы говорим об сегодняшнем Ахдаве или о том, который был раньше, когда мы были в рассвете всем. Нужно сразу понять, что в Ахдаве, да, когда говорится об Ахдаве, то не надо говорить о вещах материальных. То есть вот это, тот Ахдав, главное, регламентировал духовное состояние, внутреннее состояние. Это вечное, это не меняется. И вот эти понятия Ахдава мы должны как раз возродить. Мы-то оставили материальную часть Ахдава, а вот духовную часть, нравственную, полностью, ну не полностью, есть еще люди, раз мы об этом говорим, уже стирается, потому что легче. Вы понимаете, если мы не воспитаны с таким пониманием, что это по-другому-то и нельзя, понимаете, то легче, конечно, не встать перед старшим. Что стоять перед старшим? Что ждать, вот там танцевать, ордыглауджита? Ведь вот в прошлые времена, когда был куфт, да, вот в полном его смысле, что это происходило? Люди молились, люди соединялись с высшими силами, да? То ордыглауджита, они за честь почитали пойти туда, потому что совершалось великое таинство. Люди учились связаться и получать оттуда информацию, как им себя вести, что делать. И они фазахшка по-астински посвящали свои действия, свои поступки высшим силам. И это их очень им помогало. И вот младшие, которые приходили, урдыглауджита, они учились. Они видели, что люди не пьют, не кушают. Это все было вообще номинальным. А они молились. И вот это было за честь туда стать. А вот сейчас уже никто не станет, потому что нету у молодого человека, даже очень чистого, да, рвения прислуживать тем, кто пьет, ест и падает, понимаете? И вот поэтому все эти потихонечку законы уходят. Вот как только мы вернем веру, вернется настоящий обычай. В обычаях осетин были переданы сокровенные знания древних ариев. Отличительная черта культуры осетинского народа в том, что всем своим существом, всем своим укладом жизни, этикой поведения, веры и мировоззрения каждый осетин ощущал ритм священного порядка Ахдау. Этикет сдержанности во всем был обусловлен знаниями о существовании светлых и темных сил Харам-тахта, Амахалар-тахта. Осетины говорили: «Адый маган ярахи жуахшкал, яхусау хайбады, ягали уахшкалта, яхайраджахай».
У человека на правом плече сидит ангел, на левом – бес. Чтобы не подпасть под влияние темных сил, был необходим постоянный контроль над сознанием и действиями. Так как главное условие божественного закона – это свобода воли, поэтому ни один ангел, архангел, небожитель не имеет права заставлять человека идти по пути Бога. Только сам человек должен выбрать свой путь – вверх по пути эволюции и самосовершенствования или вниз к деградации и служению силам тьмы. Об этом говорится и в древних осетинских легендах. Адай маджи каруш баракканынма хусауш фалдышта далимонты. Удон сарынс должаха, амалы бондар алы куттагайк ахын садай маджи. Хусауя дарт канынс, амай шахи дуньема лашынс. Люди, подвластны низшим силам, питающие их своим поведением и мышлением, живущие во власти эмоций, злости, ненависти, зависти, люди, зависящие от пагубных страстей, по своей сути люди-рабы. Высшими из людей считались соединенные с великим божественным духом Уаз. Они назывались Уаждан. Они явили миру аристократию. Уаждан – это благородный, смелый, сильный воин, воин духа. Кроме того, предкам осетин, народу Ир, был известен закон кармы, что посеешь, то и пожнешь, чисыканы уяхисан хоржей ама авжарай, так как верили в бессмертие души, в то, что по итогам прожитой жизни определяется дальнейшая судьба конкретной души. И считали, что земная жизнь дана для того, чтобы человек, пройдя испытания, получив уроки, очистился, достиг более высокого уровня сознания, получил полный цикл духовного опыта, оставшись совершенным проводником божественного света. Поэтому, прежде всего, миропонимание осетин сводилось к нравственной чистоте. Осетинский этикет диктовал вежливость, учтивость и строгий самоконтроль. Осуждалась торопливая речь. Неприлично было начинать говорить, не выслушав собеседника. Беседа должна была протекать плавно, без резких оборотов. Речь была полна метафор, условных оборотов и лишена грубости. Сидящий за трапезой должен был есть медленно и мало. Позором было объедаться и напиваться. При старших младшие не смели сидеть и не говорили, если к ним не обращались. Старший сам старался быть безупречным и обязан был призвать к порядку нарушившего нормы приличия младшего. Обычай гостеприимства оберегал даже убийцу в доме его врагов. Гостя, принятого в дом, защищали даже ценой собственной жизни, потому что считалось, что гость – это Божий гость. В осетинском обществе женщина пользовалась большим, чем мужчина, уважением. Если мимо нахаша проходила женщина, все мужчины, включая стариков, вставали. Всадник при встрече с женщиной должен был сойти с коня и пропустить ее. Платок, брошенный женщиной к ногам мужчин, останавливал даже самых разъяренных кровников. Знаниями о строении мироздания пронизаны и элементы свадебного обряда. К примеру, стояние невесты в правом углу дома может показаться отсталым и непонятным, а между тем, сегодня с помощью биоэнергетики доказано, что в углу сконцентрирована благостная энергетика, способствующая умиротворению, успокоению. Предки знали, что в углу волнение переживания невесты уменьшится, и она гораздо лучше будет себя чувствовать. Не случайно издревле и расшалившегося ребенка также ставили именно в угол. Древние знания использовались и в покрое одежды, форма которой повторяла строение ауры человека и закрывала все энергетические центры, чакры на теле человека. Поэтому лицо невесты покрывала фата, а ладони, левая в правой, должны были находиться на уровне поясной пряжки для защиты от негативной энергетики из глаза. Обязательное ношение ремня, пояса проводило четкую границу между верхом и низом.
В восточной философии верхние чакры – это каналы, связанные с высшими силами. Чакры ниже пояса привязаны к земле, материальному. Однако, к огромному сожалению, новые поколения осетин в значительной своей массе потеряли языковой доступ к содержанию своих традиций и зачастую, принимая участие в каких-то ритуалах, просто не понимают, о чем идет речь, и не могут проникнуть в сакральный смысл обряда. А без своего идеологического содержания обряды не способны существовать. Именно из-за отсутствия понимания глубинного смысла осетинский кофт, молитва, все чаще превращают в пьянку. Осетинский язык для осетинского народа – это носитель беспредельных знаний духовной культуры. Это путь возрождения и восхождения. Язык в космическом смысле – кодированный канал передачи из космоса информации в соответствии с той иерархической ступенью, которая определена для каждого народа. Это кодированная связь с космосом, через который народы получают информацию для целей эволюции, прежде всего в духовном плане. Через язык надземное общается с народами. Елена Газданова. «Мы и вечность». Если мы возродим главное, это понимание осетина с верой в душе, то из нее уже автоматически вытянется вся эта нравственность, в которую включается и манера поведения, женская, мужская, старших, младших. Оттуда все автоматически выплывет. Мы должны главное понять, пока мы не восстановим свою нравственную структуру, а нравственная она может только с глубинной веры быть, неоткуда ее браться, нравственности, если нет глубинной веры, мы никогда экономически или как-то по-другому не возродимся. Ни национально, никогда не возродимся. Мы уйдем. Но вопрос возникает другой. Как же возвращать ее? Почему бы ее не возвратить с помощью православия, там, мусульманства? Да дело в том, что как раз таки, чтобы затронуть глубинные структуры человека, да, нужны родные способы, понятные, психологически переданные ему несколько тысячелетий назад. Наша традиционная осетинская религия в чистоте, я еще раз подтверждаю, в чистоте. Я назвал ее случайной религией, но я имею в виду веру, потому что у нас не присутствует института посреднического. Только приняв, мы сможем начать развивать те свои духовные структуры, которые нам позволят быть нравственными. Мы будем любить друг друга, прощать друг друга, помогать друг другу. Мы не будем подлечить, мы не будем сквернословить, мы не будем вести себя развязно, потому что, зная, что есть закон жизни, есть закон Бога, и твердо веря в это, только так мы можем оставаться на этой земле в благополучном состоянии. И вот так от поколения к поколению, передавая друг другу это понимание мира правильное, и этим, как помогая избегать последующим поколениям вот этих ошибок, которые приводят к таким последствиям, как сегодня, мы будем выполнять волю Божью. Осетинам так долго внушают, что они язычники и поклоняются рощам, камням и деревьям, что многие, к сожалению, действительно в это поверили. На самом деле это глубочайшее заблуждение. Термин «язычники» неприменим к осетинам уже потому, что предполагает идолопоклонничество и многобожие, а осетины верят в единого Бога – юнак штархусау, амаешкун жатта амадауджита. Кроме того, конкретные рощи, камни или деревья являются местами проявления в них высоких космических энергий, местами, выбранными не по прихоти самих осетин, а указанными им посредством каких-то особенных знамений для построения именно там святилищ зуаров. И поэтому и в рощах, и возле камней всегда молились и молятся Богу и высшим силам, а никак не роще, камню или дереву. Сегодня этот факт имеет и научное подтверждение, так как методом биолокации во всех молитвенных местах Осетии были обнаружены сильнейшие энергетические каналы, нисходящие с небес. Потоки благостной энергии способны благотворно влиять на человека, находящегося в святом месте непродолжительное время. Долгое и частое пребывание там может иметь непредсказуемые последствия. Именно поэтому в святилище полагается приходить лишь в определенные дни Зуара Бонта.
Еще одно заблуждение – отождествление христианского святого Георгия и издавна почитаемого в Осетии Лактозуара, небожителя, посредника между Богом и людьми, покровителя воинов, путников, обездоленных людей и в целом осетинского народа, известного персонажа нардского эпоса. Уаштраджи не имеет ничего общего с реальным римским полководцем Георгием, жившим в IV веке нашей эры и возведенным христианами в ранг святых. Не святому Георгию, а Уаштраджи поклонялись предки осетин испокон веков. Именно к Уаштраджи, а не к святому Георгию, обращаются осетины в своих молитвах и сегодня. Было бы правильно, если бы осетины перестали переводить имя Уаштраджи на русский язык как святой Георгий. Из статьи Тамерлана Камболова «Куда ведет осетинская дорога». То, что называется у других народов религией, для осетин является неотъемлемой частью их миропонимания и бытия и диктует им философию благонравия, благодеяния и благомыслия, а в целом нравственной чистоты перед Богом. Сила заветов предков была столь велика, что их не смогли вытравить из души осетина ни годы, ни насаждаемые другими народами религии и идеологии. И в то время, когда воинствующий атеизм закрыл все церкви, мечети и синагоги, в Осетии в течение 75 лет советской власти люди никогда не покидали свои святые места и продолжали исполнять священные ритуалы. Потому что связь с высшими силами у осетин всегда была двусторонней. Осетинское общество никогда не прерывало связи со своими родными святыми, небожителями. В течение каждого года ежемесячно старательно готовились и проводились многочисленные праздники, в которые народ молился, причащался и постоянно заверял Бога и высшие силы в своей верности, а в каждый день повседневной жизни жил так, чтобы не заслужить осуждения высших сил в неблагопристойности поступков или действий. Со стороны покровителей осетин Жатта Амадауджита тоже проявлялась ответная забота и помощь. В Осетии известны многочисленные случаи явления высших сил и их рекомендации по устройству святых мест, ритуалам и многое другое. Как написано в Библии, один храм, построенный в сердце человека, дороже, чем 100 храмов или все храмы земные, построенные рукотворно. Вот для этого каждый зуарылок, который сейчас есть в Осетии, он обязан заранее учить молодежь, говорить о том, что нужно делать, что нельзя делать ни в коем случае, как себя правильно вести, в какой одежде приходить на то или иное святое место и так далее. Но этого понимания сразу не придет. Для начала мы должны увидеть глубину и корень всех этих знаний. Потому что человек, который не знает, как пользоваться инструментом пользоваться не будет. Для этого нам нужно в первую очередь углубиться в эти знания, открыть к ним сердца и с помощью Бога, который нас до сих пор оберегает, понять их, принять. И, на мой взгляд, это прямой путь к возрождению нашей нации. Да, очень много сил приложено к тому, чтобы осетины стали шаблонным народом. Шаблонный народ — это серая масса, которой легко управлять, которая будет делать то, что им сказано. Но мы не такие. Мы потомки великого народа, народа сеятеля света и добра. И мы ведь должны и обязаны вернуться к этим истокам любой ценой, приложить все усилия к этому и все, что от нас требуется. И да поможет нам в этом Бог, и да пребудет с нами Фаран Нартов.
И если ты родился осетином, к священной вере предков причащен, к чему ей изменять? Или, став раввином, надеешься, что будешь ты спасен? Всего важнее не запачкать душу, и свет добра не загасить в груди. Пусть тяжело нести земную ношу, с молитвой предков к Господу иди.